Прывітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум на Ютубе і слухаеце наш падкаст. З вами Дмітрий Курневіч у Празе, а на сувязі са мной з Беларусі былы дыпламат, былы пасол у Словаччыне Ігор Ляшэня. Прывітанне, Ігор Александрович. Дзень добрый. Грамадскі дзеяч, таксама варта дадаць. Першы пасол, бадай, который страціў сваю працу ў сувязі з тым, што асудзіў насілле ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Спадар Ігор, вы таксама выступалі пазней з рознымі такімі, як бы можна сказаць, ініцыятывамі, так, для вырашэння грамадска-палітычнага крызісу ў краіне. Ці былі вы кім-небудзь пачуты, ці хутчэй вось ваш голас, гэта голас чалавека, вось абсолютна, так скажем, сінгла ў палітыцы, который просто прамаўляе ў космос, як кажа Александр Лукашенко? Ці вы ўжо таксама далучыліся да палітыкі? Знаете, жизнь меня выталкивает в общественное пространство. Конечно, я смотрю, что происходит. Конечно, я выступил с инициативой, точнее, вынес на общественное обсуждение идею создания общественного движения «Я гражданин». И я думаю, что для этого есть основания. Дело в том, что на самом деле мы это все те, кто говорят, уходи Лукашенко, кто хочет изменений, на самом деле мы слабо представляем, сколько нас. Это вопрос, есть ощущение. Да у меня тоже есть ощущение, что Тихановская выиграла. У меня тоже есть ощущение, что нас много. А сколько много? Платформа «Голос» собирает 500 000 революционеров. Хорошо. В чем вопрос? Есть здесь две проблемы. Первое. На самом деле я вижу, что несколько размылся эта общая позиция, которая объединяла всех людей, которые вышли 9, 10, 11. То есть тогда был некий консенсус, который сейчас размыт. За что был средний белорус, который выходил? Давайте называть вещи своими именами. На самом деле он был за то, чтобы все хорошее, чтобы было сделано при Лукашенко, оставалось, чтобы его не обманывали, чтобы его не оскорбляли, чтобы его голос был слышен на выборах и чтобы не сбивали на улице. И вот сейчас я заметил, что есть очень большое молчаливое протестное большинство. Те, которые против Лукашенко, но и среди них есть те, кто подозрительно смотрит на Координационный совет. Есть и задача еще раз восстановить эту общую планку. То есть через 2 месяца после начала протестов только против чего-то нельзя объединить людей. Должна быть позитивная повестка, должен быть конструктив и должен быть выход для реальных действий в легальных рамках для тех, кто против, но по какой-то причине на улице не выходит. Спадар Ігор, вы глядзіце, Марія Калеснікава абвясціла пра стварэнне партыі «Разам» ад імя Віктара Бабарыкі. У прынцыпе, сам Бабарыка праз відэазварот запісаны да яго яшчэ зняволення запісаў. І літаральна праз некалькі дзён пасля гэтага адбылося тое, што адбылося. Яе паспрабавалі вывесці, яна парвала паспарт, але яе 2 калегаў ўсё ж такі ўдалося выкінуць з Беларусі. Я кажу пра тое, што любая спроба нейкім сэнсе арганізаваць у нейкую структуру ў Беларусі, любы рух грамадскі пратэсту, яна вось так і закончыцца. Ці не думаеце вы, што таксама такі патэнцыйна грамадскі рух «Я грамадзянін», калі быў створаны, таксама завершыўся тым, што вас, напрыклад, вывезуць у Літву, ва Украіну, куды заўгодна? Знаете, есть разница. По учебнику, по азбуке, любая партия – это структура, которая организовывается группой граждан, чтобы легально прийти к власти. Партия – это вопрос о власти. Само слово «партия» достаточно. Движение, если оно будет создано и зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, для многих людей участие в этом движении, про чиновников я не говорю, оно не будет угрозой потерять работу. То есть вопрос больше в том, чтобы работать с теми, кто против, но кого нельзя видеть на улице по разным причинам, с различными флагами и с резкими высказываниями. Вось мы бачылі сітуацыі, калі нават адміністратараў розных дваравых чатаў у Тэлеграме прыходзілі, затрымвалі, арыштоўвалі.
ці не наіўна трошки думаць, вось, што спроба такой арганізацыі, да яшчэ вы кажаце звяртацца па рэгістрацыю, атрымае іншы працяг. Ці все-таки вы упэўнены, што законным чынам можна змагацца? Если просто люди будут собираться, если они просто заявят, а я дам такую возможность, у меня будет свой сайт, это уже будет не ко мне. Потому что, еще раз, всякая политика, всякие действия, они будут иметь результаты, если мы знаем, о ком идет речь. Пока меня никто не убедил, что больше 500 000 человек поддерживает Координационный совет. Это сила, но это недостаточно. Это не то, чтобы сказать большинство. Вот в этом вопрос. А тады, на вашу думку, чым мусіў бы займацца вось гэтая арганізацыя, рух «Я грамадзянін»? Ну, можна сабраць людзей, там, праз Telegram, пра штосьці, дадаць іх у эту групу. А што рабіць далей, калі, в прынцыпе, людзі і так самыя актыўныя выходзяць на вуліцы, пратэстуюць? Вот вопрос именно, чтобы... То есть в чем разница? Есть партия, это орган захвата власти. Есть Координационный совет, которому очень много вопросов. И у меня, и у других людей, которого власть не считает чем-то законным, и который скорее мертв, чем жив. Вопрос в том, чтобы те люди, а я убежден, что речь идет о большинстве, которые против, но которые по разным, чтобы найти вот эту общую объединяющую основу, чтобы они увидели, что их много, и тогда можно работать. Например, мы можем сейчас говорить о том, о дискуссиях насчет изменений. Власть пытается отвлечь людей от их требований, навязывает конституционную реформу. И здесь тоже есть поле, как обращаться к людям. Ведь вы смотрите, я уже говорил, что власть будет это обсуждать с теми организациями, которые она создала. И это очень похоже на разговор нездорового человека, больного человека с самим собой. То есть вопрос о том, что реально у нас идут революционные лозунги, и говорим «за нами большинство», не чувствуя этого большинства. А чувство, извините, это из области романтических отношений, это не из области борьбы народа. Хорошо, есть БРСМ, есть лукашенковские профсоюзы. Почему не предложить людям самое простое? Давайте для начала выйдите из этих организаций. И потому что власть все равно будет говорить, вот БРСМ нам предложил, профсоюзы предложили. Так давайте из них выйдем, и тогда мы покажем, что власть говорит точно сама собой. Это будет намного эффективнее, хотя это тоже нужное дело, я не буду отрицать, что платформа «Голос» тоже имеет смысл, и это тоже нужное дело. То есть речь идет о том, чтобы, во-первых, чтобы вовлечь в те формы, которые доступны этому молчаливому протестному большинству, которое боится потерять работу, потому что оно не понимает, что оно большинство. А когда будет это движение, когда люди будут выходить, а когда они поймут, что их много, вот тогда с ними будут считаться. Ну, спробы, в принципе, выписываться и выходить со складу БРСМ и разных поддержавных профсоюзов были. Просто проблема в том, что люди, которые инициируют такие речи, они не могут подлечить, насамрэч, весь масштаб этого всего. Я хотел бы еще перед тем, как перейти до непосредственных мэтаў потенциального токару, хотел запитаться. Вы сказали, что у вас так само испытания до Координационной рады. А какие это питания? Вы можете зараз их озвучить? Не, ну на самом деле вопросов много. И сейчас начну озвучить, опять скажут Лукашенко, то есть Лещень вместо того, чтобы бить Лукашенко, бьет Координационный совет. Ну, во-первых, его статус очень интересный. Непонятен статус людей, которые формировали. Очень интересный состав, очень странный. Еще больше вопросов к результатам деятельности этого совета. То есть вопросов много. Другое дело, чтобы сразу было понятно, что да, была конкретная ситуация, и многое, наверное, нельзя было сделать иначе. И понятно совершенно, что должен был быть какой-то орган, который должен был пытаться на себя взять, представлять интересы людей. И понятно, что должна была инициировать Тихановская. Но, понимаете, вопросов много. Люди голосовали не столько за Тихановскую, сколько против Лукашенко. То есть вот уже легитимность как бы немножко падает. И, значит, первая опора Светлана Тихановская, она есть, она остается авторитетом, но есть нюансы. Вторая опора представительства общества. Там только часть бизнеса,
плюс пусть самого передового и часть интеллигенции. То есть легитимность Совета могла быть, если бы он продемонстрировал, что там действительно все свои общества. Но в любом случае, я, честно говоря, не уверен, жив он или мертв. Он есть и есть, он что-то пытается и пытается. Ну, дай Бог. Ви, як чоловік системи, ось, може, ви ще маєте які, скажімо, зараз відносини, але не стільки інсайт цікавить, скільки ваше от розуміння, який метод, ну, не то, щоб боротьби, але ввогуле спроби діалогу більш ефективно, на вашу думку? Ось те, що пропонувала зараз Світлана Тихановська, я маю на увазі народний ультиматум до 25 кастричника і 26-го там агульнонаціональний страйк, або усе ж таки праця над Конституцією новою, конституційної реформи, яку пропонує Олександр Лукашенко, у речищі, ось, ну, не веду, як надо сказати, законодавства, хоча воно вельми розмите зараз правовий дефолт у Білорусі, як многі кажуть, і все ж таки спробувати протягувати діалог з ним на його умовах. Знаете, если танцевать от печки, начальное требование того же Координационного совета какое было? И оно, кстати, остается, никто не отрицает. Это орган для того, чтобы было согласие, чтобы был диалог с властью. Но диалог – это всегда компромисс, когда две стороны должны пойти навстречу друг другу. Власть не идет на базовые требования, осуждение насилия, расследование этих случаев. В этом как бы есть проблема. Поэтому что я думаю? Я считаю, что нет одного рецепта, который, волшебного рецепта, который, как вот средство принуждения власти к диалогу, который сработает. Да, должны быть демонстрации. Да, должны быть белорусские киберпартизаны. Должна быть параллельная работа с предприятиями. И, кстати, стачка – самый эффективный метод. Но вот если мы говорим про ультиматум Светланы Тихановской, тоже много вопросов. Самые жаркие дни, первая неделя после выборов, штабы трех кандидатов не смогли помочь организоваться протестному движению. Тогда могла бы быть общенациональная стачка. Сейчас Светлана Тихановская ставит ультиматум и говорит, 26 октября будет стачка. Ну, дай бог. Общенациональная стачка – это самый сильный укол, удар по власти. Но Светлана Тихановская уверена, что у нее есть силы организовать. А пока я только вижу на всю страну, на все КГБ, скажем так, засветили нескольких предприятий, представителей которых участвовали в этом совещании. Потому что ультиматум содержит угрозу. И человек, который ставит ультиматум, должен эту угрозу иметь возможность реализовать. Если бы в самом начале Светлана Тихановская, Латушка, который красиво подходил к администрации с красивыми речами, могли бы сказать, если вы нас не слышите, завтра будет общенациональная стачка, вот тогда бы власть с ними говорила бы с самого начала. Поэтому я думаю, что должны быть разные пути. И, кстати, то, что я говорил, ведь Лукашенко все равно будет продолжать свои правки Конституции. И поэтому вот на той стороне бороться можно одним способом. Убеждать людей, чтобы они выходили из этих лукашенских организаций, на которые он ссылается, что это и есть народ. Ну, вот зараз все-таки вы не закаранули питання этих конституційних змінів. Ці, на вашу думку, гэта все-таки один з ефективних способів завершення політичного кризису? Ну, з одного боку, все ж таки він пропонує, і коли б, наприклад, там, ці ви, там, ці інші дипломати, які страцили працю, і, в принципі, чиновники долучилися, ви думаєте, гэта був би некий реальний шанс впливати на некое принятие решения? Все ж таки... Ну, я думаю, что нет, потому что вопрос в том, что Александру Григорьевичу и его власти никто не верит. Потому что, да, реформа такая нужна, но она нужна, когда ты понимаешь, что собеседник твой ведет честную игру. Потому что сейчас понятно, что будет. Ну, при всем уважении, какой представитель народа сейчас напишет, вот сядет дельное предложение по изменению Конституции, которое он пошлет в парламент. Понятно, что парламент, там директора будут диктовать так называемым трудовым коллективом. Кстати, вопрос, если весь трудовой коллектив на каком-то заводе откажется подписываться под каким-то внесением, то всех ведь не уволят. То есть это опять мы подходим к теме, что вот это тихое протестное большинство, оно боится, во-первых, поскольку оно не знает,
что оно было. А во второе, самое главное, что белорусов после 2 месяцев протеста можно чем-то сдвинуть, показав им еще и позитивную повестку дня. Сбросить Лукашенко, это да, работает неделю для всех, можно работать полгода для 100 тысяч человек. Хорошо, если для 500 000. Но для всех они уже начинают задумываться, а что дальше? К Беларуси не подходит традиционная революционная схема, которую написали умные западные политики, что 5% активного населения, вот оно возьмет и сделает революцию. Это может быть для какой-то другой страны, это не для Беларуси. Ну, тады пытанне такого характару. Вы прапанавалі вось такую ініцыятыву «Я грамадзянін», грамадскі рух. Добра, ці вы згодны самі яго пачаць, напрыклад, фармаваць, ствараць? Ёсць у вас нейкія паплечнікі, которые таксама павінны гэта рабіць? Бо сёння, ведаеце, прапановаць можа шмат хто. Гэта як такі анекдот пра мудрага фліна і коцьку, которому званочак вешаюць, ведаеце, напэўна. Адзін займаецца стратэгія, але тактыка. Но вот вы сам. Один человек ничего сделать не может. Я это прекрасно понимаю. Поэтому то, что я сделал, я вынес на общественное обсуждение. Конечно, я с кем-то встречаюсь. Конечно, я понимаю, что я должен сказать больше, чем сказал. И я это скажу, я работаю над этим. Понимаете, в чем дело? Ведь если говорить, конечно, я не Кассандра, никто не может ничего предсказать. Мы все надеемся. Я не вижу своего будущего с этой властью. Я очень хочу, чтобы она исчезла через несколько недель. Но реально идет игра в долгую. Если вы посмотрите на сайте Коалиционного совета, чем занимаются рабочие группы, вот эти их инициативы. Это инициативы долговременные. Поэтому, исходя из того, что игра в долгую, такое движение нужно, и я действительно встречаюсь, пытаюсь, и я буду делать какие-то ресурсы, хотя бы для того, чтобы люди, которые в это поверят, могли там как-то зарегистрироваться у меня, не у КГБ, а у меня, и чтобы я этих людей видел, и чтобы могли. То есть здесь я считаю, что такое движение должно было быть с самого начала. Оно могло бы сильно помочь. То есть речь идет о чем? Что сейчас Коалиционный совет, вещение возьмите любую политическую партию, кроме тех, которые созданы властью, там Гайдукевича и кого-то еще. Базовые-то вещи у всех понятны. Пожалуйста, расследуйте пытки, отпустите людей и давайте все-таки говорить о том, чтобы были новые выборы, чтобы власть уходила. Поэтому сейчас все идет в одном направлении. И, конечно, надо говорить не как неких соперников. Поэтому я вот как бы отвечая на ваш вопрос про претензии к Совету, сразу как-то постарался закруглиться, что, может, хватит претензий. Все равно мы работаем в одном направлении, и это очень важно. А вы скажите, вы працавалі все-таки в системе, ну, бадай, 30 гадоў, ведаеце шмат каго там. Як вот з вашых назіранняў уплывае ўся гэта сітуацыя палітычнага крызісу ўжо 2 месяца на чыноўнікаў? Бо, напрыклад, Павел Латушка, ваш былы калега, кажа пра тое, што гэта ўсё вельмі дэматывуе іх, што 80% ўсё вертыкалі, ўсё сістэма дэматываваны. А у вас якое назіранне? Знаете, я думаю, что большинство, опять-таки, все проценты это так вот, от лукавого. Но, скажем так, большинство, я думаю, чувствует себя очень неуютно. И если большинство, наверное, бы куда-то ушло, ну куда? То здесь есть несколько уровней. Если мы говорим о чиновниках высокого уровня, у которых есть остатки совести, как они себя мотивируют? Вот сейчас есть Лукашенко, да, плохой, но он есть страна, а там непонятно что, непонятно кто за кем стоит. То есть чиновник на самом деле, он должен видеть альтернативу, он должен видеть альтернативного кандидата во власть, который не просто говорит «долой Лукашенко», а который четко скажет, вот лидер это тот, который знает, куда вести и который этот путь показывает. У нас же была проблема, это не вина Светланы Тихановской, она как символ, я считаю, она работала очень хорошо. Вот. Это наша беда, что у нас были все коты в мешках. Вы смотрите, были 3 фаворита, никому из них не дали
возможности озвучить свою программу. То есть вот... Менавіта. І чому ви думаєте, що зараз хтось це дозволить? Коли ви кажете, що чиновники чекають убачить некого человека, за ким не пойдут. Ну, это трошки такое... Это одна из причин. Это не означает, что легко этому человеку появиться. Но одна из причин, как вот они себя внутри убаюкают. Множество мелких чиновников, средних, они бы с удовольствием ушли. Но тот же дипломат, это особенно в моем возрасте, это уже как бы очень специфическая профессия, да. То есть я шел в никуда, я сейчас нигде. Я шучу, что у меня заканчивается, а еще не закончился, 76 дней отпуска, которые у меня были не реализованы, да. То есть это тоже очень важно. Люди должны видеть. И люди, я думаю, должны видеть вот именно то, что есть некое движение, которое на понятных белорусу, потому что дело в том, и это не беда Коалиционного совета, не вина Коалиционного совета, не вина, наверное, Тихановской, что чем больше вот это вот идет, тем более радикальные призывы, и все это протестное движение начинает радикализироваться. Это неизбежно, это то, чего хочет власть, чтобы начали откровенно хулиганить, перекрывать там дороги, потому что не покупайте белорусские товары, это вообще идиотский призыв, простите меня. На предприятиях работают такие же белорусы люди, а власть обеднеет в последнюю очередь. Она экономику доведет до ручки, но другим путем. Для этого не нужно бойкотировать то, что произвели сами белорусы. Тоді наприкінці цікаво, на вашу думку, який першочерговий крок сьогодні повинен бути зроблений людьми, які вже 2 місяці протестують, а не тільки маю на увазі, які на вулиці, але в принципі опонентами влади, які висовують потребування і до кінця не зрозуміло, як їх досягнути. Наприклад, ну от ви 3 огучували там нові вибори, сход Лукашенки, покарання тих, хто відказаний в катуваннях. Я думаю, должны не столько эти люди сделать, сколько те, кто претендует на руководство ими. То есть еще раз, проблему можно решить, если она названа. Решение будет правильным, если вы видите то, что есть, а не то, что вам хочется. То есть для начала нужно было понять, сколько нас. Понять, кто активное большинство, кто пассивное, и начать работать с этими людьми. Потому что пока Коалиционный совет... Он первые 2-3 недели занимался тем, что убеждал себя, убеждал Лукашенко, что представляет 80%, убеждал в этом за границу. За границей, кстати, охотно верит. Они считают, что Коалиционный совет действительно массовые шествия организовывал. А через месяц вдруг выяснилось, что нужно организовывать срочно платформу «Голос» и набирать эти 500 000 после заявления о 80%, и гордо говорит наш 500 000. Вот надо от печки танцевать. А те, кто выходит, что я могу сказать? Ну, герои, конечно, но грустно, что ваш героизм так бездумно использовали. Хотя, конечно, выходить, сколько и сил, наверное, тоже надо, потому что это тоже показывает власти, что нельзя расслабляться. То есть получалось вот движение броуновское, потому что приехать на кульминацию митинга, стать впереди и сказать «я руководитель», ну, не в этом состоит, а в том, чтобы понять ситуацию, понять, сколько нас, сколько тех, понять, над какими группами и как надо работать. Поэтому вопрос... Гэта одна з задач таксама ўлады, у тым ліку, не дазволіць людзям палічыць, колькі іх. У гэтым сутна пераследу таксама тэлеграм-каналаў і дваравых чатаў, дзе людзі аб'ядноўваюцца і нават у сваіх дварах на мікраўзроўні спрабуюць штосьці зрабіць. Таму апошняе пытанне, ці не наіўна думаць, што ўлада дазволіць нейкім чынам, ну, я ўжо казаў пра гэта, зарэгістраваць такі рух, пра які вы кажаце, калі яны нават не хочуць людзям дазволіць камунікаваць. Я думаю, што калі б людзі спрабавалі праз тэлефоны дротавыя дамаўляцца, яны б і дрот это абрэзалі. Ну, знаете, коммуниковать, то есть общаться уже запретить невозможно. Все-таки сколько интернет не отключая, люди все равно общаются с собой. Куча этих интернет-платформ. Те, у кого нет интернета, они общаются с теми, у кого интернета нет. Потому что хорошая новость, та, которую мы все знаем, что нет ни одной социальной группы в Беларуси, о которой можно было сказать, вот пенсионеры, 100% пенсионеров за Лукашенко, вот забитые жизнью колхозники, 100%, нельзя сказать. И в этом есть хорошая новость. То есть... Власть понимает, что она сидит на пороховой бочке. Если не понимает это человек номер 1,
то его окружение рано или поздно должно будет почесать затылок. Дзякуй вялікі. Я нагадаю тым, хто нас глядзеў, што на сувязі з Беларусі са мною быў Ігор Ляшчэня, былы дыпламат. Дарэчы, на пачатку размовы, который папярэдзіў, што ён сябе дыпламатам былым не лічыць, грамадскі дзеяч. Дзякуй вялікі. Так. Вы глядзелі «Свабоду прэміум». Заставайцеся са свабодай. Всё вам самага добрага. Спасибо.